Всем доброе утро, хорошего настроения. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Как всегда, самая бодрая, самая утренняя программа и самое семейное утро Якутии несет вам что? Ну, конечно, позитивный настрой на новый рабочий день, массу полезной информации и прекрасных гостей. Да, ну и, конечно, мы напоминаем про наш телеграм-канал «Утро Якутии». Буквально вчера, например, наша одна из победительниц, по-моему, ее звали Катерина, получила в подарок 2 пригласительных на прекрасный спектакль. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас, используя QR-код на экране, который вы видите, и следите за нашими эфирами и, конечно же, постами. Ну и самое главное, что у вас будет уникальная возможность, да, вот тоже получить какие-нибудь приятные подарки, но и быть в курсе последних новостей и всегда в хорошем настроении, потому что мы делимся только положительными эмоциями. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, какая же погода за окном. Итак, в центральных районах сейчас 34-28 ниже 0, в заречной группе 37-31 градусов холода, в южных минус 31, минус 19, в Вилюйской группе 41-23 градуса мороза, в Нижнеленских минус 36, минус 32, в западных 37-13 ниже 0, в Колымо-Индигирской группе улусов 35-27 со знаком минус, в Янских минус 40, минус 34, на северо-западе 38-27 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха 6 часов утра составила 32 градуса мороза, атмосферное давление 752 мм ртутного столба, ветер северо-восточный до 1 метра в секунду. Сегодня днем в столице облачно, без осадков, ветер также северо-восточный от 1 до 2 метров в секунду, температура минус 32, минус 31 градус. Ну и еще одна новость о погоде, на этот раз сквозь призму якутских народных верований. А в традициях народов Якутии зима олицетворяется мифическим быком холода, чьи рога, согласно древним преданиям, являются источником лютых морозов и держат в своих ледяных объятиях всю землю. Народный календарь внимательно следит за жизненным циклом этого сказочного создания. Уже 31 января наступает первый знак отступления зимы. Один из рогов быка начинает притупляться, и морозы постепенно становятся менее суровыми. Но подлинный перелом происходит сегодня, 12 февраля, а значит, с сегодняшнего дня крепкие морозы начинают отступать. Но впереди еще один переломный момент 24 февраля, когда сломается и второй рог. Но уже сейчас можно порадоваться символическому шагу навстречу весне. Ну, я как человек, который прям по улице едет каждое утро на эфир, хочу сказать, что действительно сегодня гораздо теплее. Вчера, если был такой туман, ближе к 40, то сегодня прям ясная погода. В общем, друзья, весна у нас есть свой не за горами. Да, у нас есть свой индикатор Термометр, погоды, да. да, который говорит о том, какая в столице погода. Но на самом деле можно воспользоваться позитивным примером и тоже пройтись, проехаться. Правда, стало теплее. Это повод немножко прогуляться по любимому городу и возобновить такую активность, чтобы посмотреть по сторонам без тумана и понять, что, правда, скоро наступление весны. Да, ну а мы привыкли, да, сидеть всю зиму в своих квартирах, поэтому сейчас наступает уже та пора, когда можно потихоньку, постепенно уже прогуливаться по улице. Но мы спешим к вам не только с хорошими новостями, что за окном немножко потеплело, притом по всей республике, судя по прогнозу, да, но и, конечно, с последними новостями в блоке новостей от наших коллег. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил стратегию демографической политики Дальнего Востока на ближайшие 10 лет. Ключевая цель документа – достижение численности населения региона в 7 миллионов 860 тысяч человек к 2034 году. Новая стратегия расширяет меры поддержки развития яслей для детей до 3 лет, создание групп продленного дня и адресную помощь студенческим семьям. Якутия сохраняет лидерство по демографии в ДФО. В Якутии продлен капитал десятилетия, расширены выплаты на 4-го и последующих детей, а также введены льготы на ЖКУ и транспорт для многодетных семей. В Якутии запущен проект «Мобильные офтальмологи», в рамках которого хирурги проводят операции на базе центральных районных больниц. В настоящее время специалисты работают в Ивино-Бытантайском районе, а с 13 февраля приступят к операциям в Верхоянском. В поселке Зырянка врачи уже запланировали более 40 операций по удалению катаракты. Проект, инициированный главой Якутии Асеном Николаевым, позволяет жителям Арктики получать специализированную помощь на месте, избавляя их от необходимости дорогостоящих перелетов в Якутск. График выездов формируется на основе заявок районных больниц. Приоритет отдается территориям, где отсутствуют штатные окулисты.
В Якутске проходит семинар обучения для помощников по уходу за тяжелобольными. Специалист Всероссийского фонда «Старость в радость» Юрий Баев продемонстрировал навыки выполнения манипуляций при движении, позицирования, кормления, гигиенических процедур. В практических занятиях участвовали 28 сиделок из некоммерческих организаций Якутска и Инамского района, школы третьего возраста, а также помощники на дому из республиканского социального обслуживания. По окончании обучения участники получили удостоверение о повышении квалификации. Нас научили, как ухаживать за маломобильными людьми, как правильно мыть, как правильно поворачивать и поднимать при падении. У нас были навыки, но не такие углубленные. Нам будет помогать в дальнейшем, практиковать будем остальных, обучать будем тоже остальных. Национальная библиотека Якутии стала инициатором и оператором масштабного проекта по внедрению искусственного интеллекта в библиотечную систему страны. Платформа позволит автоматизировать рутинные процессы, такие как каталогизация и библиография, ускоряя их в 5-10 раз. Для читателей станут доступны умные сервисы, персональный семантический поиск, чат-боты и электронные книги с функциями автоконспектирования. В пилотном проекте, запуск которого намечен на 2026 год, примут участие 23 центральные региональные библиотеки, после чего опыт будет масштабирован на федеральный уровень. В Якутске на озере Сайсары проходит конкурс ледовых скульптур. Мастера из разных районов республики создают 16 композиций на любую традиционную тему, отображающую эпос, культуру и быт народов Якутии. Так, конкурсанты воплощают из льда эпизоды из эпоса Лунхо, легенд, преданий, образы божеств, животных, традиционные символы и обереги. 12 февраля жюри определит лучшие работы. Победители получат 80, 60 и 100 тысяч рублей. И все участники по 30 тысяч рублей. Горожане и гости столицы смогут увидеть ледовые скульптуры 14 февраля. В этот же день состоится торжественное открытие нового ледового парка. В этом году мы как первые начали, поэтому у нас опыта нету. Вот поэтому мы начали конкурс скульптур в национальном стиле. У нас будет тут коньки, квадроциклы, картинг, еще 5 у нас горок и бананы. Наше население вот Октябрьского и Сайсарского округа в доступности будут время проведения свое проводить на свежем воздухе. Будет очень красиво смотреться после окончания этих фигур. Ну а сейчас мы поговорим о том, что не просто формирует наш внешний вид, а напрямую влияет на самочувствие, энергию и даже настроение. Речь пойдет о здоровье, опоры нашего тела, об осанке и стопах. Многие думают, что это проблемы только школьников и спортсменов, но на деле они касаются каждого, кто проводит день на ногах или, наоборот, в офисном кресле. Разбираться в тонкостях будем вместе с экспертом, врачом высшей категории, травматологом-ортопедом Александром Сергеевичем Амосовым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр Сергеевич, скажите, вот по каким признакам можно понять, что с осанкой начались проблемы, кроме привычки сутулиться? У меня есть такая проблема, да, хочется выпрямиться. Ну, признаки бывают разные. Тут нужно судить, какие вообще бывают нарушения осанки. Например, это может быть и чрезмерный прогиб в поясничном отделе, да, гиперлордоз поясничного отдела. Это может быть сколиоз. И первым, что можно увидеть, это асимметрию надплечья при сколиозе, то есть одно надплечье выше, другое ниже. Также можно заметить, если смотреться в зеркало, увидеть разность углов талии, так скажем, да, с одной стороны талия более выражена, справа, например, слева, например, она более сглажена. Это также может быть и уровень таза, быть немножко асимметричным, и углы лопаток. То, что можно увидеть. Ну, часто обычно бывает, что человек на фотографиях может заметить, что одно плечо всегда выше другого. Это уже является признаком сколиоза, и в таких данных случаях нужно обращаться за помощью к ортопеду. В общем, любая симметрия, она уже такой звоночек. Да, может. Ну, вообще есть абсолютно здоровые люди? Ну, есть, конечно. Это уже как-то радует, потому что сколько не спросишь, да, что у детей, что у взрослых, у всех практически какие-то жалобы на сколиоз есть. Правда ли, что плоскостопие может быть причиной не только боли в ногах, но и головных болей, и как это связано?
Да, я считаю, что это правда, потому что наша стопа, она выполняет функцию не только опорную, не только при ходьбе работает, но и также имеет функцию рессорную, то есть она как амортизирует ударную нагрузку при ходьбе, при беге. Если есть нарушения стопы, такие как плоскостопие, функция рессорная теряется, и ударная нагрузка идет не только бьет по суставам нижних конечностей, но и по позвоночнику. Чаще всего шейный отдел страдает, потому что самый подвижный отдел позвоночника у нас шейный. Да? За счет этого могут возникать и остеохондроз шейного отдела, перенапряжение мышц, которое вызывает нарушение сосудистого русла, нарушает кровообращение головного мозга и, соответственно, головные боли и мигрени. Мгм. А какая повседневная обувь с точки зрения ортопеда самая коварная для стопы, а какая наиболее дружелюбная, если так можно Ну, сказать? Насчет обуви, конечно, можно очень долго рассуждать. Мгм. Но самое коварное — это та обувь, которая имеет жесткую подошву. Она как бы стимулирует ударную нагрузку, опять же. И обувь, которая стесняет стопу, то есть сжимает носочек, да, зауженный носок, который приводит к деформациям стопы. Ну, в общем, у меня обувь точно неправильная. Я То это есть поняла. обувь должна быть такая, чтобы было максимально комфортно. Да, Если максимально не комфортно, да. то она более дружелюбная. Мгм. Ну, а вот если целый день сидишь за компьютером, есть ли одно простое упражнение, которое можно делать прямо на стуле, чтобы разгрузить спину? Потому что это вот актуальная проблема для всех практически Ну да. офисных работников. Ну, какие можно упражнения? Это в основном шейный отдел, да, то есть разгибание, сгибание, и делать вот эти вот гимнастику можно сидя, не вставая с рабочего места, да, то есть восстановить кровообращение, сделать небольшой массажик шейного отдела. Опять же, можно разогнуть спину, сидя на кресле, завести скрещенные руки за затылок и разводить руки в разные стороны. Ну, примерно вот так вот. Мгм. Такие упражнения делать нужно постепенно, без рывков. Мгм. Ну, а что касается вот обуви, да, вот, ну, например, у людей, кто страдает плоскостопием, в том числе у меня, да, есть такая проблема. Вот, стоит ли, допустим, приобретать ортопедические стельки вот, без консультации врача? То есть, ну, смотришь ортопедически, о, это для меня. Или нужно все-таки проконсультироваться? Все-таки нужно проконсультироваться. Если есть проблемы со стопой, то обязательно нужно, чтобы провели осмотр специалисты, посмотрели, какие нарушения есть стопы, какие есть деформации, и уже непосредственно подобрали обувь. Но если со стопой проблем нету, то есть стопа здоровая, никогда никаких болевых ощущений или дискомфорта, усталости в ногах человек не ощущает, и ему можно подобрать, например, профилактические стельки, или же бывают стельки спортивного характера. То есть они поддерживают свод, и в то же время и обладают мягкой структурой, которая обеспечит амортизацию стопы. Мгм. Мгм. Ну, все озабочены, конечно, детьми, да? Вот что в позе, в походке ребенка должно вызвать опасения у родителей, чтобы прийти к специалисту и обратиться за помощью? Да, самое первое, то, что родители замечают и обращаются к врачу, то, что ребенок ходит криво, да, то есть одно плечо задрано, как условно можно сказать, походка пирата. Мгм. И обращаются с такой проблемой. Опять же, асимметрия лопаток, опять же, чрезмерные сгибания в грудном отделе позвоночника, сутулая спина или круглая спина. То, что бросается в глаза, это обязательно можно легко заметить и уже обратиться к специалисту. А есть ли вот в последнее время, может, такая тенденция, вы как врач с большим опытом, вот, допустим, во временном, вот гаджеты, они влияют сильно? Да, очень на сильно осанку? влияет на осанку. Да. Вообще современное общество, оно у нас малоподвижное, да. Мы на работу приезжаем на автомобиле, также детей увозим на автомобиле. В основном дети сидят, взрослые тоже сидят, да, на рабочих местах сидят. Гаджеты то же самое привлекает человека положение. Когда человек сидит, сутулившись, Мгм. смотрит на телефон или планшет, и это может занимать часами. Мгм. А какой может быть минимальный набор привычек такой, да, который вот за рабочим столом может как бы, ну, реально помочь сохранить спину здоровой? Делать перерыв. Перерыв. Да, то есть встать с рабочего места, немножко походить, размяться, сесть обратно.
Ну, несложно. Ну, как будто бы Да. Как будто бы все просто. Ну и, конечно, мы все там верим в народные приметы, в инородные методы. Вот есть ли какой-то способ, по которому можно стопроцентно определить в домашних условиях, что у тебя или у ребенка есть плоскостопие? Да, есть такой очень простой способ. Это можно взять сухую бумагу, намочить стопу и наступить. И посмотреть на след. Мгм. И какой он должен быть? М, Ну, В идеале. в идеале должен определяться свод стопы, там, где у нас свод, место остается сухим. Мгм. Передняя часть, пяточка формируется, и боковая часть латеральная, ну, то есть наружно-боковая сторона стопы. Если там есть отпечаток, значит... Если есть уже- там сплошной отпечаток, то это уже говорит о том, что у ребенка выраженная плоскостопие. Нужно обращаться к специалисту. Спасибо большое за советы. Я думаю, что всем было полезно это узнать, еще раз об этом задуматься. Ну и, конечно, если есть проблемы, обратиться к специалисту. Мы вас благодарим большое. Спасибо за очень интересную беседу. Спасибо. Вам. Но следить за правильной осанкой нужно уже со школьной скамьи, ведь именно в этот период мы ее, возможно, портим. Школа в целом очень важный период для каждого человека. Да, это правда важно — усвоить учебный материал, получить ответы на все интересующие в разных отраслях знаний вопросы и выбрать правильную в будущем профессию. А чтобы понять, чем важен каждый школьный предмет, нужно не стесняться и задавать вопросы учителю. Можно взять пример с учеников из следующего сюжета. Ну зачем нужно учить таблицу умножения, если все и так есть в калькуляторе? Тая, на эти и другие вопросы ответит наш учитель физико-технического лицея Любовь Ивановна. Любовь Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня для нас невероятно ценно стоять рядом с вами, с заслуженным учителем Российской Федерации, с человеком, который практически в каждом своем наборе имеет 100 бальников. И первый вопрос, он такой обыденный для многих гуманитариев. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Старовойтов Никита. Я ученик 11 класса МБОУ СОЖ номер 5 поселка Ленинский Алданского района. Где в обычной жизни, ни в технике и ни в работе, мы сталкиваемся с математикой? Ну, математика, она встречается практически всегда. Допустим, если я хочу измерить площадь пола, чтобы накрыть ламинатом, я должна уметь умножать числа, чтобы найти площадь пола. Количество ламината, сколько нужно будет взять. Вот это пригодится, допустим, в математике. Я пошла в магазин, решила купить 6 батончиков по 70 рублей. Что, я буду вычислять на калькуляторе, что ли? Естественно, я оплачу какую-то сумму. Мне нужно узнать, какая будет сдача. Согласны? 500 рублей отдаю, мне нужна сдача. Если меня обманут, я же должна понять, что это такое. Не буду же я при каждом движении доставать калькулятор. Здравствуйте, меня зовут Виктор Кузьмин, ученик 5 класса гимназии Эврика Алекминского района. Правда ли, что 0,9 в периоде равно единице? И как это можно доказать или объяснить? Действительно, 0,9 в периоде – это равно единичке. Я хочу сейчас показать вам просто пример. Беру длину, равную единичке. Разделю-ка я на половинку. Пополам. 1/2. Оставшуюся часть еще. Затем еще иду. И представьте себе, если я хочу найти сумму, это к чему будет стремиться? В любом случае, к какой длине я приду? К единичке. Хотя, кажется, посмотрите, идет бесконечно. А теперь давайте рассмотрим ваш вопрос. Действительно, 0,9 в периоде равно единичке. Сейчас я объясню абсолютно просто. Давайте мы посмотрим, что такое 0,9 в периоде. Это есть 0,99 и идет бесконечно. Пусть x это будет как раз это число. Давайте домножим на 10. Получится 10х равняется 9,999 и так далее. А теперь давайте вычтем из 10х х. У меня получается сколько? 9х равняется скольки? 9. И посмотрите,
х в итоге равен 9 разделить на 9, х равен единичке. Это самое простое доказательство. В старшем классе идет еще и другое доказательство. Их очень много. Здравствуйте, меня зовут Туноев Айлан. Я ученик 5 класса Нюрбинской многопрофильной гимназии имени Степана Васильева. Скажите, пожалуйста, почему нужно учить таблицу умножения, если калькулятор всегда под рукой? Не зная таблицу умножения, ты приходишь опять-таки в магазин, покупаешь что-то, и что? Достаешь калькулятор, чтобы купить 5 шоколадок по 50 рублей. Ну, даже это неэтично, я думаю. Ну, и медики тоже, далекие от математики, конечно, им это тоже необходимо. На вес человека они должны прописать лекарства. Вообще калькулятор – это просто, будем говорить так, что необходимости нету, хотя это где-то нам нужно. Дорогие ребята, я как учитель математики просто-напросто вам хочу сказать, чтобы вы предмет математики не брали как какой-то сложный предмет. Математику нужно понимать. Да, есть формулы, которые вы должны учить, но, допустим, при сдаче ЕГЭ, если вы это все будете зазубривать, вы же можете забыть. А если вы ее понимаете, то вы можете справиться с несколькими заданиями. Желаю вам удачи! И, друзья, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме нашего образования. Ну а прямо сейчас о том, что точно любит счет. Они правят миром, их желают все, но что мы на самом деле о них знаем? Представьте себе место, где оживают легенды, звенят монеты времен царей, а купюры времен революции шепчут о переломных моментах в истории страны. Это музей денег, не просто коллекция денежных знаков, а увлекательный портал в прошлое и настоящее. Наша съемочная группа побывала в музее Банка России. Оказывается, есть у нас такое и в Якутске. А вы знали, что в нашей истории были самые большие рубли? Этот рубль весит 1 килограмм 300 грамм. То, что рубль когда-то весил почти килограмм и имел другую форму, чем сейчас, впечатляет посетителей больше всего. Я еще не знала, что бывают монеты квадратными, что они такие тяжелые и что они обменивались там. В небольшом музее можно увидеть необычные деньги и денежные суррогаты, которые когда-либо находились в обращении на территории Якутии. История товарно-денежных отношений представлена не только в виде денежных знаков, но и различных предметов, заменявших их. Шкура лис мне понравилась, то, что ими обменивались. Во время становления молодой Советской Республики, когда наступила затяжная инфляция, в обращении на короткое время были введены дореволюционные винные этикетки. Автор этой оригинальной идеи – незаурядный Алексей Семенов, нарком финансов. 3 экземпляра этих этикеток он отправил своему другу, писателю Максиму Горькому. В его архиве сохранились 3 винные этикетки, и мы получили их копии в дар, для того, чтобы мы могли показать, что в нашей республике тоже была своя денежная система. Еще один интересный экспонат музея – полковая касса XIX века. Открыть сундук было непросто. Нужно было найти потайную замочную скважину, о которой знал только владелец. Ее использовали для перевозки заработных плат для военных служащих Российской империи. Но, к сожалению, она не может передать всей красоты ввиду отсутствия мастеров по латуни на территории республики. Ну вот, мы очень нуждаемся в помощи, кто нам поможет ее реставрировать. Более 500 экспонатов музея могут рассказать не только о денежных отношениях, но и поведать много интересного и необычного из истории страны и Якутии. Посетить музей можно совершенно бесплатно, в будние дни, предварительно записавшись на экскурсию. Туяра Филиппова, Артумен Наговицын, Якутск. Музей – это всегда погружение в мир удивительного и неизведанного, наполненный историями прошлого и прогнозами, каким станет будущее. Но без проводников посещение любой выставки или экскурсии было бы не таким увлекательным. Порой кажется, что экскурсоводы знают все, но на самом деле главный их секрет не в фактах, а в умении рассказывать истории. Истории, которые мы запоминаем на всю жизнь. О буднях и радостях в профессии гида-экскурсовода в нашей постоянной рубрике.
Доброе утро, меня зовут Тапурка Сандара, я гид-экскурсовод выставки «Сокровищница Республики» Государственного хранилища ценностей. Наша выставка – это визитная карточка Якутии, и мы, гиды-экскурсоводы, создаем положительный имидж нашей Якутии. Мы рассказываем о богатствах республики, золоте, алмазах, редких уникальных камнях. Я работаю экскурсоводом уже 9 лет. И по образованию я телевизионный журналист, закончила отделение журналистики. И хочется отметить, что эта профессия не схожие. Мы собираем и передаем информацию от профессионалов обывателю простым, доступным и интересным языком. Также все детство и юность я занималась вокалом, участвовала в конкурсах, выступала на мероприятиях. И этот опыт мне тоже каждый день помогает, так как экскурсия – это выступление перед аудиторией. И важен голос как инструмент для передачи информации. Важно, чтобы и связки были натренированы, и правильное дыхание. Бывает много экскурсий, особенно летом, когда высокий наплыв туристов. Вообще, как и в каждой профессии, есть свои нюансы. Это волнение, потому что каждая экскурсия, ты никогда не знаешь, кто перед тобой окажется. Это может быть и профессор, это могут быть гости правительства. Нужно всегда быть готовым морально, и надо быть начитанным, чтобы еще и ответить на вопросы. А если приходят школьники, то это совсем другой подход, и здесь поневоле становишься психологом. А благодаря этой работе я познакомилась с такими талантливыми людьми, как Татьяной Батюшкиной. В 2017 году, когда она стала лучшим ювелиром Сибири, я как раз поступила на эту работу и запомнила ее именно такой. Работы ее, они уникальные, каждый имеет свой сакральный смысл. Работая здесь, я каждый раз убеждаюсь, что мы живем в уникальном месте. Каждый день влюбляюсь, все больше влюбляюсь в нашу республику. Удивляет и восхищает народ Саха, который, несмотря на такие сложные климатические условия, сумел не просто выжить, а сохранить язык, культуру, традиции. И очень интересно наблюдать за посетителями, смотреть, в каком состоянии они заходят и в каком совсем другом состоянии выходят. Вдохновленные, воодушевленные, заряженные. И большая радость работать с людьми, рассказывать новую информацию, скрашивать их жизнь, дарить и получать позитивную энергию. А вы знаете, что именно 12 февраля 1864 года в Москве был открыт живой музей на открытом воздухе «Зоосад», организованный Императорским русским обществом акклиматизации животных и растений. Одним из главных инициаторов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Удивительный факт. Знаете, иногда нам кажется, что все великое случается по расписанию в понедельник в 9 утра в белых халатах. Но это, конечно, не так. Порой каждый день может стать открытием в самых повседневных вещах. Чем знаменательна дата 12 февраля в истории, узнаем прямо сейчас. На календаре 12 февраля. Сегодня отмечают День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Международный день брачных агентств. По народному календарю Трехсвятие, Васильев день. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер, а ветер, в свою очередь, обещает сырой год. Этот день в истории. В 1864 году, 12 февраля, открыт Московский зоопарк. В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. В 1947 году в этот день в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит. В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. В 1961 году, 12 февраля, состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера-1». В этот день родились Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор современной теории эволюции; Алексей Бахрушин, русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея; Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель; Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века; Василий Чуйков, советский военачальник, герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза; Светлана Безродная, советская и российская скрипачка, дирижер, педагог, народная артистка России. Именины отмечают Василий, Владимир, Григорий, Федор, Петр, Иван, Пелагея, Степан, Максим.
В этом году непременно каждая дата будет наполнена множеством интересных событий. Ведь он знаменателен тем, что объявлен Годом единства народов в Российской Федерации. И Якутия, наверное, один из самых ярких примеров, почему эта тема действительно важна. Наш регион стал домом для людей со всей страны и из-за рубежа. Что заставляет их остаться здесь навсегда? Как герои следующего сюжета стали неотъемлемой частью якутского сообщества? И где искать главный секрет единства? Ведь у каждого человека он свой. Сейчас мы узнаем истории людей, из которых и складывается большая любовь к нашему северному краю. В Якутии живут люди самых разных национальностей. Кто-то приехал сюда недавно, кто-то уже много лет назад. Но что их всех объединяет? Мухаммад Сидик приехал в Якутск еще ребенком. Учился в 15-й школе, потом в институте. Как и многие, сначала просто терпел холод, а потом даже гордиться им стал. Ну, здесь самое тяжелое, это, конечно же, погода. Иногда у меня еще, так сказать, гордость проявляет, что я живу в самом холодном регионе в мире. За это вот иногда гордость берет. А вот Фаридуну из Таджикистана, наоборот, не хватало снега. Но якутский снег его удивил и даже немного разочаровал. Я помню, что приехав сюда, увидев здесь вообще очень много снега, обрадовался, но при этом я получил такое небольшое разочарование в том, что я подошел к снегу, хотел там снежок слепить, а он оказывается здесь не липкой. У каждого свой первый образ. Кому-то запоминается не липкий снег, а кто-то, как Рузана, приехал сюда настолько маленьким, что первых впечатлений просто не сохранил. Для нее Якутия – это вся жизнь. И теперь, как юрист и общественник, она помогает адаптироваться тем, у кого первые впечатления только впереди. Моя работа в общине заключается в основном в том, что я использую свои юридические навыки. Я стараюсь помогать в части адаптации, интеграции наших соотечественников, которые приезжают в Якутск. Так, помогая друг другу, люди и прирастают к месту. Годы идут, и вот ты уже и не гость. Я родился в Таджикистане, но вот в Якутии уже проживаю на протяжении больше 25 лет. Когда живешь так долго, постепенно впитываешь все вокруг. В садике говорила только на якутском языке. Потом уже, когда переехали, естественно, я это все забыла. Когда я училась, начала работать, очень часто ездила по районам и старалась учить якутский язык. Но с возрастом это очень трудно удавалось. А еще можно просто полюбить местную еду. Строганина или фаршированные караси – это уже не экзотика, а самая настоящая, любимая домашняя еда. Но если сказать о кухне, да, то я люблю строганину. Я ем и рыбу, и жеребятину, и печень. То есть для меня это я люблю. Я еще кровяную колбасу ем, саламат с языком. И вот проходит время, и начинаешь ловить себя на мысли, а ведь тянет сюда обратно. Я вот в 2020 году решил переехать в Казань. Я там 2 года жил, но все равно сюда обратно тянет. Потому что дом – это там, где твои главные воспоминания. У меня все как бы детство, все воспоминания, они связаны именно с Якутией. То есть вот когда говорят, например, дом, да, по мне не скажешь, но на самом деле я как бы всегда представляю вот именно Якутию. И в какой-то момент понимаешь очень простую вещь. Все, что у тебя есть, это связано с этим местом. Оно и стало настоящей родиной. Да, я уже Якутию на самом деле воспринимаю как свою родину. Потому что я здесь с 2 лет живу, получила образование. У меня то, что на данный момент я имею, это мое образование, работу, мои достижения профессиональные, да, это все я получила, живя в Якутии. Единство народов – это не просто красивые слова. Это история, которая начинается с первого снега. Это ежедневный выбор уважать суровый нрав, говорить на языке его культуры и делиться своим трудом. И в ответ получить главное – чувство, что эта земля стала для тебя по-настоящему родной. Потому что единство – это и есть любовь. Любовь к Якутии.
Единство народов дарит уникальность во всем, в том числе удивительном сочетании культуры и народных мотивов. И это заметно даже в одежде. Мода – это не только про то, что надеть сегодня, но и про то, что будет актуально завтра. Она словно заглядывает в будущее, предлагая нам новые формы, цвета и смыслы. И уже сейчас можно увидеть первые контуры стиля 2026 года. В нашем новом выпуске рубрики «Мода и стиль» мы узнаем, какие силуэты, ткани и детали будут определять гардероб в этом году и как эти тенденции могут вписаться в жизнь Якутии. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габушева, и это наша любимая рубрика о моде и стиле. Уже наступил 2026 год. Вместе с тем и сменились тренды сезонов. О чем мы будем с вами в 2026? Какие образы мы будем выбирать осознанно, а может быть неосознанно? Давайте сегодня поговорим о трендах. Тренды – это то, что нам говорит мода, то, что необходимо внедрить в свой гардероб и немного разнообразить свой образ. Я рекомендую носить тренды выборочно. Вы всегда можете выбрать из множества какой-то один персональный, который идеально вам подходит. Один из трендов – это тренд на Азию и все, что с ней связано. Здесь могут быть как спортивные костюмы с азиатскими элементами, так и более расслабленные блузки, рубашки, наряды, платья и так далее. Смотрите, это вроде бы простой элемент, который сразу подчеркивает такую вот восточную эстетику. Такие рубашки вы можете носить с расслабленными, простыми вариантами, базовыми брюками, юбками и так далее. Не стоит привязываться и строить только азиатский образ. Можно немножечко интегрировать, чуть-чуть дополнять, и тем самым уже будет красиво и в тренде. Следующий вариант – это эстетика рабочего. Возможно, кто-то скажет, наши мужчины посмотрят, скажут: у меня такой есть, дорогая, бери мою одежду и носи. Почему бы и нет? На самом деле, все, что связано со спецформой, все, что связано с эстетикой рабочего, сейчас будет очень актуально. Вопрос, как это носить так, чтобы это было актуально, модно и не выглядело слишком формально. Я рекомендую носить в более расслабленном стиле. Когда мы выбираем подобный, например, вариант комбинезона, берите на размер 2 больше, для того, чтобы было свободно. Попробуйте добавить интересный стилизованный пояс, может быть, с золотыми или серебряными элементами. Также можно добавить более женские варианты сережек или, например, даже сочетать с каблуками. И в том случае образ будет выглядеть интересным и острым. Также есть отсылки к классической английской эстетике. Все, что связано с кубиками, с шашечками, с клеткой и так далее. Это все сейчас будет очень актуально. Можно сочетать и внедрять в свой гардероб подобные жилеты. Мы от них какое-то время назад отходили и совсем про них забыли. Сейчас они снова вернулись в моду. Здесь, кстати, у меня жилет, например, с якутскими элементами, что тоже очень интересно смотрится и радует, что наши якутские бренды стараются и делают что-то для нас, да. И здесь можно будет носить его в более классической форме, например, с джинсами, с белой рубашкой, да, в стиле преппи, и тогда такой жилет заиграет. Также хорошо он будет смотреться в сочетании с более легкими фактурами, различными шифонами, летящими материалами. Тогда на разнице фактур также есть шанс сделать интересный и разглядываемый образ. И, конечно, интересно же, что сейчас модно. А прямо сейчас на подиуме новая волна ностальгии на показе коллекции Mia Mia Summer 2026, который традиционно организовала внучка Марио Прады. Зрители с удивлением узнали в нарядах мотивы советских домашних халатов. Да, те самые силуэты и принты, что когда-то были привычны в быту 70-х, 80-х годов, теперь обрели вторую жизнь в интерпретации мирового бренда. Ткани сине-голубых оттенков, цветочные узоры, свободные линии кроя – все это мгновенно отозвалось в памяти русскоязычных зрителей, и соцсети тут же наполнились комментариями: «Моя бабушка в таком за хлебом ходила, а теперь это миу-миу». Ну, действительно, да? Слушай, ну, время от времени все-таки они шокируют нас, вот эти высокая мода. Я же помню, вот этот в баулы одевались, да? Нет, но потом это как-то интерпретируется же в более такие обыденные вещи, которые, правда, привычны в быту, да? Я думаю, что как-то это все переродится, но главное, что теперь можно достать что-нибудь из бабушкиного гардероба, встряхнуть, перешить более модный фасон и сказать, что это вот современная тенденция.
Да, поэтому можно, да, посмотреть сейчас свои кладовки и найти что-то модное. Ну, свои вряд ли, бабушкины кладовки все-таки. Ну, Я думаю, конечно. в твоих ты еще пока не найдешь. Ну, на самом деле, самое приятное, что мы можем осознавать, что то, что мы носим сейчас, и то, что сейчас кажется нам повседневной жизнью, когда-то станет ретро и вернется опять в моду. Так что храним самые любимые джинсы, самые любимые вещи, и обязательно можно их будет передать внукам. Ну, а мы продолжаем делиться хорошими новостями и удивительными гостями, которые у нас сегодня будут. 15 лет для музыканта только начало пути, а для целого оркестра это уже солидная биография, в которую уместились и концерты на полюсе Холода, и выступления на сценах Европы и Азии. В марте 2011-го дебютировал коллектив, который сегодня знают далеко за пределами республики. Сегодня у нас в студии дирижер духового оркестра Иван Сивцев. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот Лена Рива Брас — это первый коллектив филармонии на Якутии, ему исполняется 15 лет. Вы играли, как мы уже отметили, на полюсе Холода и за рубежом. Если выбрать один самый яркий момент за эти годы, вот для вас это какой? В начале нашего творческого пути вот, первый коллектив филармонии Якутии. В 2012 году впервые нас отправили небольшой коллектив, брас-квинтет, и руководители духового оркестра Павла Войсковского на фестиваль «Амурские волны». Первое наше участие было небольшим составом. И яркое впечатление было, когда сводная репетиция была утром. И сводный оркестр численностью более 400 человек, военных музыкантов. Репетиция. Появляется дирижер Валерий Халилов, это генерал-лейтенант, начальник военно-оркестровой службы. И, естественно, первое, что надо отрепетировать, это гимн России. Мы, как гражданский оркестр, не участвовали в этой репетиции. Но получилось так, что мы стояли рядом с вышкой, где находился дирижер. Естественно, за свою профессиональную практику много раз гимн России играли и слушали. Но впервые, когда оркестр больше 400 человек берут первый аккорд, это была площадь, по-моему, называется Комсомольская, в Хабаровске. И прямо на открытом воздухе берется первый аккорд, и просто звуковой удар, волна. Вот яркое впечатление такое, что просто до мурашек. Действительно, надо отметить, что дирижер всегда находится в центре. То есть рядом с пультом, да, дирижер. Здорово. Ну, я представляю, какое впечатление. Ну, а насколько вообще вам кажется важно участие в таких фестивалях для оркестра? Фестивали, конкурсы для музыкантов — это место, где идет общение с другими музыкантами. Все друг друга слушают, можно что-то спросить, можно посмотреть, какие у них инструменты, можно послушать, как играют какие-то знакомые произведения, узнать новые какие-то произведения. Всегда очень яркие впечатления. Идет рост, коллектив собирается, начинает появляется кураж, лучшие свои качества проявляет оркестр. Ну, что касается именно вашего коллектива, можете нас поближе познакомить с них? Какое количество участников? У нас сейчас духовой оркестр не такой уж большой. У нас где-то около 40 человек. Переменное количество. Составы увеличиваются, уменьшаются. Некоторые музыканты, конечно, уезжают, некоторые приезжают. И оркестр у нас намечается открытие зала филармонии нового. И мы ждем, что все-таки у нас обновится состав, добавится больше музыкантов. Вообще, в среднем, например, военный оркестр, он около 50 человек состав. Вот мы стремимся к этому, чтобы у нас был большой концертный оркестр.
Именно духовой. Да, вот название Лена Рива Брас, это у нас, ну, понятно, что Лена Рива, но приставка брас обозначает, что это из меди оркестр. Это одно из названий духового оркестра. Брас-бенд. Вот такое. Скажите, а вот для вас, как для дирижера, да, духового оркестра, есть какие-то любимые инструменты, которые вы вот больше всего любите? Ну, во-первых, я получил образование первое, конечно, вот, как волторнист. Я сам играю на духовом инструменте, играю в симфоническом оркестре филармонии уже от самого основания, являюсь концертмейстером группы «Волторн». И, ну, в общем, свой инструмент, конечно, самый любимый. Но в оркестре, как в большой семье, нету нелюбимых детей. Все инструменты, да, все должны звучать, давать свой тембр, облагораживать звучание оркестра. Вот. Все как единое Ну, целое. вот играете вот и классику, получается, и джаз, и даже саундтреки. А что вам лично больше нравится исполнить? Как сказать, профессиональные музыканты всеядные. Знаете, как любители музыки, мы меломаны. Любим все, что ярко, красиво. Ну, наш оркестр играет не только вот эти саундтреки, любимые как бы для зрителей, но и танцевальную музыку, аккомпанементы играем, эстрадную музыку вполне. Ну, естественно, у нас основа — это военно-строевой репертуар. Мы всегда можем участвовать на парадах, любые вот, ну, классика у нас звучит. Вот как раз у нас будут концерты во знаменовании 15-летия оркестра. И все вот там прозвучит. Ну да, надо отметить, что с 18 по 21 февраля филармония проводит декаду духовой музыки в честь оркестра. Вот что ждет зрителей, где можно увидеть программу? Ну, небольшая поправка. У нас декада, можно сказать, начинается с 14 февраля. Ну, 14 февраля у нас концерт под управлением Павла Васьковского. Духовой оркестр представляет программу эстрадную. Там будут солисты Дмитрий Келлер, Валентина Готовцева, Леонид Анциферов и Алексей Солдатов. Ну и будут солисты из оркестра. Там будет кларнетист Павел Ляхов, на ксилофоне играет Сергей Ровенко, ну и будут там ансамбли флейтистов. Вот такой. Ну, есть, наверное, всю программу можно увидеть на сайте филармонии Якутии, да, то есть познакомиться поближе. Да, там у нас есть план концертов, афиша, там есть раздел, где можно приобрести билеты в электронном формате. Ну и какие у вас пожелания коллегам в честь 15-летия? Коллегам профессионального роста дальнейшего, побед на конкурсах, много хороших произведений и ярких впечатлений от общения со зрителями. Мы вас тоже поздравляем. Желаем, чтобы, правда, оркестра стало еще больше, чтобы появилось больше инструментов, ну и, конечно, всевозможных побед и успехов на фестивалях и конкурсах, ну и чтобы в новом доме было еще более уютно, и мы чаще посещали концерты. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, ну, если уже часть, ну, мы услышали 14 февраля, да, то есть это уже грядущие выходные, возможно, кто-то из вас уже начинает определяться с планами на уикенд, если так можно сказать, то сейчас мы предлагаем вам киноафишу и узнать, что можно посмотреть, какие да, конечно. премьеры можно увидеть в кинотеатрах нашего города. Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Центральный». Наши судьбы в твоих руках. В
В честь 25-летия культовой экранизации в кинотеатрах перезапустят показ «Властелина колец», но сразу режиссерские версии. Оригинальная трилогия, снятая Питером Джексоном в Новой Зеландии по мотивам романов Джона Рональда Руэлл Толкина, выходила в прокат с 2001 по 2003 год. Фильмы собрали в мировом прокате около $3 миллиардов и завоевали 17 премий «Оскар». Причем исключительная часть «Возвращения короля» получила 11 статуэток, повторив рекорд Бен-Гура и «Титаника». Позже Джексон вернулся во вселенную, сняв трилогию «Хоббит». Так, уже с 10 февраля идет показ первой части «Властелина колец. Братство кольца». С 12 февраля «Две крепости». А уже в это воскресенье стартует «Возвращение короля». Ходят слухи, что нашлось оружие врага. Принеси мне этот могучий дар. Также с этого дня стартует хоррор «Свист» со звездой Логана Дафни Кин. Режиссером фильма выступил Корин Харди, автор другого фильма ужасов «Проклятие монахини». Сюжет строится вокруг группы молодых людей, которые случайно становятся обладателями древнего ацтекского свистка смерти. Столкновение с проклятым артефактом запускает цепь ужасающих событий. Героям предстоит найти способ остановить зловещую силу, пробужденную их действиями. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Then you shouldn't have been born. Ну что, планы на выходные мы более-менее построили, что уже радует. Давайте теперь узнаем, какие последние новости на этот час. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Рейтинговое агентство РАИКС подтвердило высокий уровень устойчивого развития золотодобывающего холдинга «Солидар», присвоив ему рейтинг класса А. Особенного признания удостоилось качество корпоративного управления. По этому показателю компания получила наивысшую оценку. Эксперты выделили эффективный риск-менеджмент, прозрачность, отчетность, проведение этнологических экспертиз в Якутии и рост социальных инвестиций. «Солидар», чьи основные мощности сосредоточены в республике, продолжают укреплять позиции, обладая внушительными запасами золота и олова. Якутия активно готовится к весеннему половодью. По прогнозу Росгидромета затороопасные явления ожидаются на реках Лена, Колыма, Алдан, Амга. В рамках подготовки запланировано ослабление прочности льда на 92 затороопасных участках. Задействуют 183 гидропоста для мониторинга, создадут запас 25 тонн взрывчатых веществ и организуют работу 2 команд взрывников. Для эвакуации населения подготовят 293 пункта временного размещения, а также обновят 116 пунктов для содержания более 55 тысяч голов скота. На эти мероприятия в 2026 году выделено около 9 миллиардов рублей, на 1 миллиард больше, чем в прошлом году. Кроме того, начнет работать новый модуль информационной системы оперативного мониторинга Росводресурсов для регулирования режимов водохранилищ. Любителям экстрима приготовиться увидеть Якутию с высоты птичьего полета скоро смогут и еще 2 десятка пожарных. Новички проходят обучение для прыжков с парашютом. Для этого в столицу республики прибыли молодые специалисты, в том числе из самых отдаленных районов Якутии. Теорию уже начали закреплять практикой. На авиационной базе в Хангаласском Улусе оттачивают навыки по укладыванию парашютной системы. На следующей неделе новоиспеченным огнеборцам предстоит совершить первый прыжок. А официально парашютистами пожарными они станут в конце февраля, после прохождения всех экзаменов. Самая важная часть у нас идет укладка парашюта. От него зависит и раскрытие парашюта, и вот как его. Самое главное, чтобы раскрылось. Да? 18-го только планируем первые прыжки. Да? Вот ребята первоначального обучения, они первые 3 прыжка должны совершить по одному. На одном заходе 1 человек прыгает. Это строго соблюдается у нас, потому что они ознакомливаются с парашютом, как она работает.
Правительство России рассматривает возможность включения российских систем искусственного интеллекта в список программного обеспечения, обязательного для предустановки на мобильные телефоны и другую электронику. Инициатива, обсуждаемая в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, направлена на укрепление технологического суверенитета страны. По мнению властей, российские пользователи должны иметь прямой доступ к отечественным большим языковым моделям наряду с уже обязательными браузерами, антивирусами и сервисами госуслуг. Конкретные детали меры сейчас прорабатываются Минцифры в рамках подготовки законопроекта по регулированию ИИ. Якутский фильм «Мехеличен Булчут» вошел в конкурсную программу для детей и юношества «Твое кино» на международном фестивале «Дух огня». Картина представит Россию среди 7 фильмов из разных стран. Картина рассказывает историю мальчика, который получает дар понимать язык животных. Потерявшись в тайге, он объединяется с ее обитателями, чтобы спасти оленя от браконьеров и открыть для себя мир, где магия переплетается с реальностью. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.